Здравствуйте. Рахмат. Урматтуу студенттер, азыр бир 5 мүнөт чыдап койгула. Кыскача айтып беребиз. Ушул алгачкы өрт өчүрүүчү каражатын кантип колдонобуз, ошону көрүп алыңыздар. Бул эми жеке жашооңуздарда баягы керек тийип калышы мүмкүн. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Ушул Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин окуу изилдөө борборунун өрт коопсуздугу боюнча адистер даярдоо боюнча кафедранын башчысынын орун басары жана улуу окутуучусу майор Турузбеков. Эми кыскача азыр өрт жөнүндө кимде өрт учурунда кайсы номерге чалабыз, билебизби? 102. 102. Почему 102? Ладно, 101. 102 это же этот. Вот видите, да? Вот элементарный вопрос. 101, 101, 101. Бывает ситуация, да, вот мы проводим занятия, спрашиваем, элементарно, некоторые люди не знают, куда звонить. 102, 103, 104, 106, но не говорят 101 или 112. У нас в стране действует два номера, да, 101 и 112. То есть по этим номерам мы можем позвонить, сообщить о чрезвычайных ситуациях, в том числе о пожаре. Давайте вкратце пройдемся по статистике. Да? Вот мы смотрим, видим, вроде бы пожара нет, думаем, что в нашей стране пожара нету, да? Но, к сожалению, статистика говорит обратное. Вот у меня в руке статистика, вот за последние 9 месяцев, да, уже более 3000 пожаров зарегистрировано по всей республике. Самая область, да, вот Чуйская область, потом Бишкек, Джалабад, Исыкуль, вот в этих регионах самое большое количество пожаров. Из-за чего пожаров? То есть пожары происходят в жилом секторе. Вот где мы живем, где мы обитаем, да, где мы работаем, живем, не знаю, трудимся, да, вот здесь происходит пожар. Из-за чего? Вот электрооборудование. Куда ни ходи, везде электрооборудование, да? То есть и пожары происходят по вине человека из-за электрооборудования. То есть мы элементарно вот не выключаем, когда выходим, да, вот приборы наши. Забываем вот утюги, даже вот телефон, зарядное устройство. Вроде бы не горит, думаем, да, но говорит обратно. То есть из-за этих элементарных вещей, то есть происходят пожары. И наносят огромные материальные ущербы. То есть материальный ущерб уже миллиарда, более миллиарда сомов. Представляете, да, за 9 месяцев уже более миллиарда сомов уже материальный ущерб. То есть вот неправильное использование, да, электрооборудования. Вот сейчас начинается отопительный сезон, да, мы будем подключать в розетку несколько предметов, там будет уже короткое замкание, результат пожара. Курение, вот. Курим, да, каждый второй, третий. Из-за курения тоже много пожаров происходит. Курим, вот в спальне лежим, курим. Вот, не потушили огонь, то есть окурок и все, пожар. Забыли утюг, пожар. Вот, кто живет в сельской местности, да, вот сейчас отопительный сезон, вот, не очищаем вот дымоходы. То есть тоже из-за этого пожара, угарный газ, то есть люди, то есть из-за этого погибают. К сожалению, вот за 9 месяцев, да, уже около 40 человек из-за пожаров, то есть погибло. Там и в том числе детей. Пострадало примерно так же. Давайте сейчас покажем, да, вот есть у нас первичные средства. Что относится к первичным средствам, да, вот самые вот, видим, да, огнетушитель. То есть самые у нас распространенные, самые обычные, там особого ума не надо, да, просто есть простые действия, надо вот делать по порядку. То есть кроме огнетушителей есть у нас тоже имеется вот внутри здания, да, пожарные краны есть пожарный щит, тоже можно использовать, и в начальной стадии можно потушить пожар. Вот у нас сейчас есть огнетушитель порошковый, да, самый распространенный. Здесь уже по объему, да, 2 килограмма, 3 килограмма, 4, 5. Бывают ручные, переносные, да. Ну, ручные вот эти, обычные, как видим, да. Переносные стоят у нас то есть в заправочных станциях. Видите, да, вот в тележках.
Есть это есть переносные. То есть здесь огнетушитель порошковый, на этикетке показано, да, какие средства он может потушить, да, то есть это класс А, твердые вещества, бумага, дерево. Далее Б, горючие жидкости, то есть бензин, керосин и так далее. Далее горючие газы и электрооборудование. То есть все эти предметы можно потушить вот этим огнетушителем порошковым. То есть здесь порядок действия такой, да, то есть огнетушитель должен вывешиваться на видном месте, то есть вот эти надписи вы должны видеть, читать. Вот видите, там манометр. Желтый, зеленый, красный. То есть красный это же все, надо перезарядить. То есть, когда вот вы стали очевидцами, да, увидели пожар, вы должны немедленно, если имеется, да, огнетушитель, взять, стряхнуть, можете ударить, можете повернуть, да, потому что здесь внутри порошок, она со временем оседает. Надо его сболтать, можно сказать, да. Выдергиваем чеку, вот, как граната, да. Далее направляем вот этот шланг в сторону очага, то есть соблюдаем дистанцию 1,5-2 метра, чтобы сами не обожглись. Далее вот нажимаем вот этот рычаг. То есть тоже не рекомендуется использовать в закрытых помещениях, потому что порошок все-таки это химический состав, да. У кого-то может быть дыхательным, то есть проблемы, да, астматики, там, бронхиты и так далее. То есть это вредное. Далее, вот мы сейчас стоим на улице, да, мы должны смотреть направление ветра. То есть при использовании, чтобы порошок самим не попало. Сейчас давайте... Так, давайте сейчас вот эта сторона, туда переходим, да? Так, давайте с каждой группы по одной выходим. Будем сами вот использовать, хорошо? Так, давайте все остальные сюда сейчас. Давайте. Алгыла. Перед алгыла. Это маштес. Так. Атың кім сенікі? Ақылбек, вот, чеканы сұру. Тоқта. Жақын кел. Шамалдың бағытын қара. Қаяққа ойлап атады шамал. Бас. Следующий, давайте, поменяемся. Давайте, каждый попробует. Давайте. С каждой группы по одной. Давайте, девочки, тоже выходим. Попробуем. Не потушили, видите, горит. То есть, когда будем использовать, да, если имеется несколько огнетушителей, желательно использовать несколько огнетушителей, потому что первичные средства, то есть только в начальной стадии. Если огонь уже сполохнул, да, уже горит сильно, то есть это даже огнетушитель не поможет. Вот, молодец. Еще давайте. Вот когда направляем шланг, да, вот не сверху, а у основания должны вот. Давайте еще раз. Чашкала, до конца бітіргіл алды, до конца бітіргіл. Вот видите, да, самый вот простой. Алло?